Здравствуйте, вы смотрите новости Татарстана в субботу. В студии Елена Зинатуллина и вот главные темы выпуска. Теплый прием на священной земле. Очень рад посетить это место и вместе с вами помолиться. Сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Древний Болгар. Подробности визита расскажет Рамиль Галиулян. В Казани открыли мемориальную доску, посвященную изданию первого тиража Корана. Сегодня мы участвуем в историческом событии. Как Казань стала первым в мире городом массового издания Корана, расскажет Вероника Гайнутдинова. С верой в будущее. Ислам – это не только чтение намаза, соблюдение поста, это смысл жизни. Какие вопросы подняли на Всероссийском форуме татарских религиозных деятелей этого года, расскажет Рамиль Шайдуллин. Спортивные золото и блеск госнаград. Пашешь, и все-таки потом приходишь к правильному завершению. Как в Казанском Кремле чествовали баскетболистов Уникса, увидел Дмитрий Аренин. Рустам Минниханов встретился в Казанском Кремле с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Также участие принял вице-премьер Марат Хуснуллин. Напомним, визит главы РПЦ приурочен к мероприятиям Международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казан-форум». До официальной встречи Рустам Минниханов показал патриарху, как в Татарстане соседствуют мечети и православные храмы. Со смотровой площадки виден и собор Казанской иконы Божьей Матери. Вот это храм, который вы и закладывали, как бы фундаменты были. Да. Самое главное, это же воссозданные, они... Нет, все так, как было. Да, все как было. И вы его осветили. Да. И все все говорят, что некая такая аура. Ну, конечно. Да. Он светлый какой-то. На встрече Рустам Минниханов еще раз поблагодарил патриарха за участие в Казан-форуме, в том числе в заседании группы стратегического видения «Россия. Исламский мир». Райс республики отметил символично, что в эти дни в Татарстан прибыли мощи Георгия Победоносца и подлинные реликвии пророка Мухаммеда. Патриарх Кирилл завтра проведет божественную литургию в Казанском соборе. Глава РПЦ подчеркнул искреннее гостеприимство принимающей страны и отметил, от визита к визиту Татарстан динамично развивается, сложились сердечные отношения между представителями разных религий. Он поблагодарил руководство республики за внимательное отношение к православной церкви и ее нуждам. Вы очень серьезно подняли статус нашей стратегической группы «Россия. Исламский мир». Отзывы очень добрые, позитивные. Нам очень важно вместе бороться с проявлением ксенофобии, экстремизма и терроризма. Ну и, конечно же, вчера вы об этом тоже очень много говорили, об отношении к исламофобии и гонениям на русскую православную церковь. Все то, что делается здесь на благо людей, инфраструктура развивается, строительство. Здесь, конечно, ваша личная заслуга, несомненно, как и вашего замечательного предшественника. И хотя он сейчас не занимает место главы Татарстана, но весьма уважаемый, у вас личные прекрасные отношения. И это пример для очень многих. Хочу выразить вам слова огромной благодарности за участие в мероприятии «Казань-форум». Сам факт того, что в России у нас вот такая толерантность и ваше присутствие, это просто неоценимый вклад в развитие и вот нашего направления, особенно на восток, на юг, потому что Запад от нас весь отвернулся, пытается нас санкциями давить. И вот это политическое значимое мероприятие, конечно, огромную роль имеет, и ваше присутствие на нем. По окончании встречи патриарх Московский и всея Руси Кирилл поделился своими впечатлениями от визита в Татарстан. Если говорить о точке опоры, то для православных и мусульман на территории России этой точкой опоры является в первую очередь укорененность и православие ислама в нашей национальной жизни. Мы не чувствуем по отношению друг к другу себя иностранцами или людьми, с которыми надо так осторожно себя вести, потому что неизвестно, какая может быть реакция твоих слов. Мы действительно на протяжении столетий вместе живем, вместе работаем, трудимся. И ведь Россия – это та самая страна, которая не знает религиозных войн. И поэтому вклад Татарстана вот в эту
традицию мирного сосуществования двух религий, православия и ислама очень значительный, потому что здесь соотношение православных и мусульман, я думаю, что статистически мусульман больше, чем православных, но тем не менее все-таки это близкое такое соотношение. И опыт Татарстана имеет большое значение для всех других регионов. Сегодня утром патриарх московский всея Руси Кирилл посетил Древний Болгар. Напомним, патриарх находится в Татарстане с 4-дневным визитом и уже принял участие в заседании группы стратегического видения России «Исламский мир», посетил православные храмы, встретился с муфтием республики. Завтра проведет всероссийский молебен о победе. В Казань уже прибыли мощи Георгия Победоносца. Не менее насыщенной была поездка в Болгар. Глава РПЦ посетил Исламскую академию, соборную мечеть и храм святого мученика Авраамия. Здесь же патриарх провел заседание с мусульманским духовенством. Рамиль Галиуллин продолжит. Так начинается памятное событие для мусульманского мира. У входа в Исламскую академию патриарха встречает ее руководство и председателя духовных управлений. На этой земле глава Русской Православной Церкви впервые. Значимость Исламской академии для богословов неоценима. В единственном высшем учебном заведении в России изучают саму религию, ее истоки и священные писания. Здесь же восстанавливают древние рукописи. Патриарх Кирилл встретился с общественными деятелями России и мусульманских стран. Участие принял председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджудин. Главная тема встречи – укрепление дружеских связей России с исламскими странами. Мы становимся сегодня, как мне кажется, особенно близкими, потому что наши народы исповедуют действительно близкие духовные и нравственные ценности. Мы не разделяем навязываемые Западом нормы общественного поведения и морали. Мы не желаем признавать грех нормой, потому что это идет вразрез с самими основами нашего национального бытия и противоречит духовно-нравственным ценностям и традициям. Особое внимание патриарха в музейно-выставочном комплексе привлек самый большой Коран в мире. Священная книга открыта для каждого, на каком бы языке он ни говорил. Колокольным перезвоном встречает патриарха Свято-Авраамиевский храм. Его приветствуют священнослужители и воспитанники приходской воскресной школы. История храма начинается с конца XIX века. В 1895 году был построен сей храм, но построен не на этом месте, не в городе Болгар, в черте этого города, а в соседней деревне, село Парфировка. Ныне село умершее, там нет ни дома, ни кола, поэтому храм себе перенесли в 1989 году уже сюда. В эту церковь меня привела моя прабабушка. Благодаря ей мы сюда стали ходить, знаем уже всех батюшек, матушек. Это очень сердечно, открытый, искренний поток любви. Ходим постоянно по праздникам, по воскресеньям. Чувствую Божью помощь, чувствую руку Богородицы. На встречу с патриархом пришли сотни прихожан. Владыка поприветствовал собравшихся и подарил храму образ Божьей Матери и пасхальное художественное яйцо. Очень рад посетить это место и вместе с вами помолиться, прикоснуться к вашей духовной жизни и почувствовать сильную веру нашего православного народа. Вот то, что мы с вами в 21 веке сохраняем веру, наполняем храмы, является явлением Божьего чуда. Также патриарх увидел Восточный мавзолей и соборную мечеть. Как отметили, его визит будет служить делу мира и взаимопонимания между народами. Для поддержания межконфессионального мира, для такого доброго соработничества людей разных религий, разных национальностей, это очень много значит, потому что, как мне представляется, все мы должны жить в мире, в согласии, в единомыслии. Для этого нужно общаться, для этого нужно поддерживать контакты, связи. И вот его святейшество дает нам добрый пример. На этом рабочая программа патриарха в Татарстан не заканчивается. Завтра он возглавит службу в соборе Казанской иконы Божьей Матери. Всероссийский молебен о победе наш телеканал будет транслировать в 3 часа дня. Рамиль Галиуллин, Диляра Исупова, Вадим Ларионов и Роман Безменов. ТНВ. Болгар.
В Казани сегодня торжественно открыли мемориальную доску в честь издания первого тиража Корана в 1803 году. Она появилась во дворе главного здания КФУ. Именно здесь в начале XIX века находилась азиатская типография татарского издателя Габдельгазиза Бурашева. Рустам Минниханов назвал это событие историческим. Сегодня здесь татарские религиозные деятели страны, научная общественность. Вероника Гайнудинова о том, как Казань стала городом массового издания печатного Корана. В 1800 году император Павел I подписывает указ об учреждении в Казани типографии в ответ на обращение казанских татар. Из Санкт-Петербурга сюда отправляют станки уже через год. В 1801 благодаря Габдельгазизу Бурашеву в Казани появляется типография. Она находилась в этом здании. Тогда это было не четырехэтажное, а двухэтажное здание, и типография называлась азиатской. Сегодня это восточное крыло главного здания КФУ, на стене которого появилась мемориальная доска. На церемонии руководство республики, министры, духовенство, ректорат, преподаватели и студенты вуза. Сегодня мы участвуем в историческом событии – увековечении факта издания в 1803 году в Казани священного Корана, который впоследствии получил известность как Азан Басмасы. С этого времени казанские издания Корана получили широкое распространение и признание как в России, так и за рубежом. Надписи на мемориальной доске на татарском, русском и арабском. На последнем и был напечатан Коран. Его издавали на средства владельца типографии татарского мецената Габдельгазиза Бурашева. Первая священная книга мусульман вышла в 2 томах тиражом 1500 экземпляров. Азан Басмасы вызывало чувство доверия к этому изданию. Я особо подчеркиваю доверие к казанскому басма изданию, потому что было настолько выверено, проверено, чтобы не было допущено ошибок при печатании. Многие историки и религиоведы считают, что казанские Кораны сыграли решающую роль в многовековом процессе закрепления единообразия текста Корана. В последующие 100 лет у нас выпустили более 2 миллионов экземпляров. Так Казань стала первым в мире городом массового издания Корана. Мы часто вспоминаем фразу, что Коран нузиля фил хиджаз, Коран был ниспослан в Хиджазе, это Мекка, Медина. Урия фил Миср был прочитан в Каире. Лучшие чтецы в истории выходили из Каира. Вакутиба фи Стамбул написан в Стамбуле. Лучшие каллиграфы выходили оттуда. Ватуба фил Казан. Но напечатан впервые он был именно в нашем городе Казани. Сейчас первый экземпляр исторического издания Корана хранится в отделе редких книг и рукописей научной библиотеки КФУ. Почему так сразу стало известно про наш Коран, да, что он, конечно, старался распространить максимально. Возили и на рынке Нахичеване, в Среднюю Азию, и далее уходила по всему мусульманскому миру. Сегодня священную книгу мусульман можно увидеть на выставке в Музее исламской культуры в мечети Кул-Шариф. Вероника Гайнудинова, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. С днем официального принятия ислама в Волжской Булгарии татарстанцев и гостей республики поздравил Рустам Минниханов. Его мусульмане будут отмечать завтра. Судьбоносный выбор наших предков оказал определяющее влияние на развитие татарского народа, расширил границы исламского мира, во многом предопределил формирование российской цивилизации, соединившей традиции Запада и Востока, отметил Райс республики. Многовековое развитие ислама во взаимодействии с православием и другими религиями заложило прочный фундамент межрелигиозного и межнационального согласия. В минувшем году по распоряжению Владимира Путина на высоком государственном уровне прошло празднование 1000-летия исторического события, что придало новый импульс развитию мусульманской уммы Татарстана и всей России. В нынешнем году мероприятия вышли на новый уровень. Это Казан-форум и заседание группы стратегического видения России «Исламский мир», Всероссийский форум татарских религиозных деятелей и традиционный ИСГ Балхарджина. Ярким свидетельством укрепления роли Татарстана как уникальной площадки для развития межцивилизационного диалога стало участие в мероприятиях патриарха Московского и всея Руси Кирилла и высокопоставленных представителей стран исламского мира, подчеркнул Рустам Минниханов в своем поздравлении.
Вы наша самая надежная опора и будущее татарского народа. Так Рустам Минниханов сегодня поприветствовал татарских имамов со всей России на форуме религиозных деятелей. Более 1000 делегатов приехали из 77 регионов страны, и эта встреча впервые проходит в рамках Казан-форума. По традиции духовенство обсуждало вопросы, которые волнуют всех татар. Особое внимание погорельцам татарской деревни Юлдуз Курганской области. Уже сейчас здесь нужно строить дома, восстанавливать инфраструктуру. В числе актуальных тем острая нехватка имамов в регионах России и религиозной литературы на татарском языке. Рамиль Шайдуллин подробнее. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Двухчасовую дискуссию о вопросах, за которые переживает вся нация, по традиции начинает Рустам Минниханов. Рядом с ним духовные лидеры, хазраты, герой России, татарин Дамир Юсупов и имам мечети, пострадавший от пожара деревни Юлдуз. Все они участники Всероссийского форума татарских религиозных деятелей. Тема этого года – национальная самобытность и религия. Әгәр дә без сездән белән тыгыз элемтәдә бу эшне алып бармыйбыз икән, бу бер шәйдә кирәк түгел. Әгәр дә без үзебездән татарлыгыбызны, татарның киләчәген булсын дип теләсәк, менә безгә җыелырга кирәк, киңәшергә кирәк, менә шушы мәдрәсәләрне оештырырга кирәк, алар белән эшне оештырырга кирәк. Рәхмәтне безгә әйтергә кирәк түгел, менә biz сезгә рәхмәт әйтергә тиеш. Сез менә Сотни хазратов и имамов от Калининграда до Камчатки сегодня приехали в Казань, чтобы обсудить вопросы, волнующие действительно всех. Пожалуй, главный, почему все идет к тому, что скоро во многих мечетях России будет просто некому вести службы на татарском языке. Оказалось, в многочисленных мечетях, особенно в татарских деревнях по всей России, не хватает имамов. Прежние уходят на покой, но на смену никто не приезжает. Мы постоянно получаем просьбы от наших руководителей общин: присылайте нам молодых имамов, желательно татар, чтобы и татар поднять, да, то есть чтобы и духовность поднять, и религиозность поднять. Как объясняет глава Духовного собрания мусульман России Альбир Кырганов, проблема в отсутствии мотивации. Молодые выпускники духовных академий не хотят ехать в Сибирь или на Дальний Восток без соцпакета. Вместо них туда едут имамы из Кавказа или Средней Азии. Те мечети, которые были 100 лет назад построены татарами, безусловно, ради довольства Всевышнего, да, не потому, что там мы должны обязательно быть, речь не об этом, но тем не менее, там жили татарские приходы, татар-махаллясы, татарская жизнь кипела. А когда сейчас уже там ведущего человека в лице имама татар нет, то и угасает вот такая, скажем, духовная жизнь татар вот той местности. По мнению главы Дум России Равиля Гайнуддина, проблема куда глубже. Среди татар так и не появилось богословов уровня Шигабуддина Марджани или Хусаина Фаизханова, а ведь они обладали куда меньшими возможностями для обучения. Мы должны готовить интеллектуалов. Бесспорно, мы еще не достигли уровня наших исламских богословов 18-19 начала 20 веков. Но мы должны когда-нибудь достичь этой цели. Нужно воспитывать таких людей. С помощью Всевышнего и наши поколения оставят труды, которые станут наследием нашего народа. Муфтий республики Камиль Хазрат Самигуллин видит одним из шагов к решению проблемы издание всех религиозных трудов только на татарском языке. Экспертизу должна проводить Всероссийская организация религиозных экспертов, которую еще предстоит создать. Я советую татарским религиозным деятелям писать и издавать религиозную литературу на татарском языке. Литература на татарском не запрещается. В то же время это бы способствовало тому, чтобы рос и весь книжный рынок изданий на татарском языке. Один из самых пожилых участников форума, имам Харис Хазрат Саликжан, написал письмо в адрес президента России о том, чтобы в каждой школе ввести 5-минутки разговоров о Всевышнем. Все те мероприятия, которые проводятся в течение последних десятых лет, это, скажем, воскресная школа, которые должны были призывать к нравственности, они не работают. В 4-й раз в Казань приезжает и имам из Калининграда Явер Гусейнов. В прошлый раз использовал опыт австралийского имама. Здесь был один татарин из Австралии. Он как-то рассказал, как надо
привлекать детей, татар, религии. Это у меня очень село в голове. Я по приезду в Калининград дал указание своим помощникам: давайте построить возле мечети детские площадки. Ислам объединяет не только этнических мусульман, но и вообще всех людей, которые живут по всему миру. Ислам — это не только чтение намаза, соблюдение поста, это смысл жизни, это быт, это семья. Поэтому ислам окутывает все сферы жизни, и необходимо встречаться, обсуждать какие-то моменты. И мы должны воспитать среди наших будущих поколений, среди наших детей сильных, смелых, гордых, любящих Отечество, народ, Родину, свой язык, традиции. Поэтому вот эта встреча, она действительно помогает осуществить вот эти наши задачи. На заседании Милли Шуры обсудили помощь погорельцам деревни Юлдус. Представители области благодарят Татарстан, который первым откликнулся на беду. Пожар потушили в 5 вечера, а уже в 8 начала приходить материальная помощь. Без помощи Татарстана, без помощи наших братьев-мусульман тяжело будет. И некоторые уедут, потому что есть категория людей, которые получат помощь государственную в размере 500 тысяч рублей. На 500 тысяч рублей сейчас, тем более в такие времена, дом не построишь. Татнефть и другие компании уже готовы начать строительство домов, чтобы сельчане могли отметить новоселье в самое ближайшее время. Главная наша задача – сохранить деревню. По поручению Рустама Нургалиевича 24-25 мая буду у вас, чтобы из первых уст узнать, что нужно людям. После этого я выскажу свое предложение. Василий Шейхразиев заверил, дома будут построены до сентября, включая и те, где люди жили, но не были прописаны. Возможно, сразу после этого Милли Шура соберется снова. Следующее выездное заседание Совета планируется провести именно в деревне Юлдус. Рамиль Шайдулин, Алмаз Единов, ТНВ, Казань. Ручная мельница, походная фляжка, кувшин, кусок камня из Каабы, кинжал и даже волос. В Болгаре открылась уникальная выставка подлинных реликвий пророка Мухаммеда. Предметы принадлежали самому пророку, членам его семьи и сподвижникам. Сейчас хранятся в коллекции муфтия Дагестана. Туда их в течение многих лет везли из разных исламских стран, в том числе из Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. В Татарстан эти сакральные для мусульманского мира реликвии доставили специальным авиарейсом. Каждый предмет в отдельном ящике. В Болгар их привезли накануне на 10 машинах в преддверии изге Болгарщины, посвященного Дню официального принятия ислама в Волжской Болгарии. Отметим, для реликвий пророка Мухаммеда это последнее путешествие. Они вернутся в Дагестан и обретут свое место в центре пророка Исы в Махачкале. Сейчас посмотреть на ценности смогут все желающие в здании памятного знака. Вход свободный, выставка будет работать до 23 мая. А завтра в 10:20 на нашем канале смотрите прямую трансляцию изге Болгарщины. С Дагестана мы сюда привезли 10 экспонатов. Все необходимые условия созданы, все это как бы на высочайшем уровне хранится. Постоянно возле реликвий читаем салаваты на пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Заходят очень много посетителей, смотрят, и у каждого есть возможность лицезреть на эти реликвии, получить баракат, благодать с этих реликвий. Меньше 2 недель остается до окончания онлайн-голосования по выбору дворов, которые будут обновлены по республиканской программе. Проголосовали 326 тысяч татарстанцев. Самые активные – казанцы, нижнекамцы и альметьевцы. Об этом заявили на субботнем совещании в Доме правительства, которое провел премьер Алексей Песошин. Сейчас дорожные работы ведутся в 365 дворах. В 32 они завершены. 70% объектов благоустроят к середине лета. Одновременно продолжается голосование за общественное пространство, парки и скверы, которые будут обновлены уже в следующем году. Сегодня в Казанском Кремле Рустам Минниханов чествовал баскетболистов «Уникса». Казанский клуб впервые в своей истории стал чемпионом России и единой лиги ВТБ, турнира, где играют также коллективы из Беларуси и Казахстана. Отметим, завоевать этот трофей ранее удавалось только командам из Москвы и Петербурга. Долгие годы в отечественном баскетболе единолично доминировал столичный ЦСКА. Как наши баскетболисты смогли вписать свои имена в историю и удастся ли в межсезонье сохранить чемпионский состав, узнал Дмитрий Аринин. Все такие ребята дрались. Единственное, что не смог сегодня прийти на торжественный такой момент, чтобы они одели костюмы, обувь. Не нашли, нигде невозможно размеры. И это неудивительно. Большинство игроков «Уникса» двухметровые исполины. За высокие спортивные достижения Рустам Минниханов вручил игрокам медаль столетия ТАССР.
Сотрудники и весь клуб получили благодарности Раисы Республики и сертификат на 5 миллионов рублей. Торжественная церемония в Казанском Кремле прошла в теплой дружеской атмосфере со множеством неформальных моментов. В свою очередь Раису Республики команда подарила чемпионскую медаль Единой лиги ВТБ, мяч и майку команды. Рустам Минниханов поздравил команду и отметил, это долгожданная победа для всего Татарстана. Поздравляю вас с долгожданной, блестящей победой в чемпионате Единой лиги ВТБ. Первый раз аплодисменты вам. Вы продемонстрировали незаурядное мастерство, уверенность в своих силах, настоящий чемпионский характер. Благодаря вашим спортивным достижениям баскетбол в республике получает новый импульс развития. Вы пример для юных спортсменов, которые занимаются в спортивных школах и отделениях по баскетболу. Более 34 тысяч детей, они будущие баскетболисты. В казанской команде много иностранцев. Для них церемония поздравления в Казанском Кремле стала полной неожиданностью. Никогда не присутствовал на таких церемониях. Это особенное, уникальное событие. Я очень польщен и впечатлен. Для меня большая честь получить награду. На пути к своему триумфу «Оникс» обыграл действующего чемпиона питерский «Зенит» и еще одного бойкого оппонента «Локомотив Кубань», который в свою очередь сокрушил многолетнего баскетбольного гегемона страны московский ЦСКА. Друг за другом мы верили в то, что мы делаем. За счет чего? Я думаю, прежде всего за счет усердия, трудолюбия и, скажу грубо, пахоты, когда ты пашешь, и все-таки потом приходишь к правильному завершению. И для нас столь удачной, что может только радовать. Дорога к чемпионскому титулу для казанского клуба получилась длиной почти в четверть века. Все эти годы коллектив возглавляет Евгений Богачев. При нем из студенческой команды «Оникс» превратился в топ-клуб европейского уровня. Евгению Борисовичу особые слова благодарности от Раиса Республики. Президент клуба Евгений Борисович Богачев, наш старший, аплодисменты ему. Где бы он ни работал, чем бы он ни занимался, он делал все и делает очень качественно. Когда зрители, последние игры, десятки игр нас стоя стояли, билетов не было в продаже, забито все. Звонят мне семьями, говорят, смотрим телевизор с семьями. Такой ажиотаж, мне стыдно было, неужели мы их обманем? Вот эти ожидания, понимаете, за себя. И ребят мы подстегивали, как-то они сами поняли. Как отметил Евгений Богачев, после исторической победы руководству клуба нужно активно работать, засучив рукава. В межсезонье необходимо сохранить чемпионский состав. Я бы оставил всю команду, как есть. Она идет в рост. Поэтому будем работать, но дело в том, что после этих побед цена их возрастает. И вот эти агенты, так называемые, они как коршуны все сейчас нападают. Баскетболисты сегодня приковали к себе внимание и многочисленных туристов. После церемонии награждения чемпионы долго гуляли по Кремлю и фотографировались со своими поклонниками. Дмитрий Айрин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Деловая повестка Казан-форума, который в этом году приобрел федеральный статус, завершена. Сейчас продолжается ряд мероприятий в его рамках. Впервые Международный экономический форум России и стран ОИС прошел в 2009 году. Тогда на него приехали 250 участников из 18 стран. За 15 лет количество участников выросло в 55 раз, а количество стран почти в 5. Ежедневно только на Казан-Экспо проходило около 200 мероприятий. Отдельные сессии были организованы с Турцией, Египтом, Индонезией, Азербайджаном, Узбекистаном и Малайзии. Заключено более 100 соглашений. Казан-форум объединил и представителей спорта из исламского мира и Татарстана. Сегодня они провели свое мероприятие под символичным названием «Казань. Спортивная столица исламского мира». Участие приняли около 200 гостей из 11 стран ОИС. Это Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Бахрейн, Сирия, Иран и другие. Одна из основных тем – 10 лет с универсиады. Все построенные объекты и городская инфраструктура позволяют Казани носить статус спортивной столицы. И Татарстан готов делиться опытом проведения международных событий. Уже есть ассоциация
развития хоккея в исламских странах со штаб-квартирой в Казани. В следующем году в столице пройдут игры будущего. В рамках Казан-форума поступило предложение провести у нас исламские юношеские игры, в которых примут участие спортсмены из стран ОИС. Впервые такого проекта пока не существует, существуют только взрослые игры исламского сотрудничества, но мы сделали такое предложение, пока оно обсуждается, провести в Казани, пока не говорим о какой-то дате, либо каком-то годе, но где-то после 2025 года провести первые юношеские исламские игры. В общем-то, эта инициатива нашла поддержку. Сборная Татарстана завоевала Кубок шеф-поваров на Казан-форум. Участники из 13 стран мира соревновались в различных категориях кулинарного мастерства. Готовили мясные, рыбные, вегетарианские угощения. Победу нашей команде принесли каре ягненка и закуска из копченой утки. Готовили, основываясь на национальных традициях и по стандартам халяль. Соревнования шеф-поваров длились 2 дня. Были блюда из птицы, баранины, огромное количество восточных сладостей, экзотических овощей и фруктов. 2-е место заняли сборные команды России, Алжира и Азербайджана. 3-е место поделили повара из Узбекистана, Турции и Ирана. На этих соревнованиях представляли продукты региональные, наши, которые выращиваются и производят в Татарстане. Мы все готовили из регионального продукта. И те продукты, которые были определены в жюри, они приняли очень высокую оценку. О значении Казан-форума, о результатах деловых переговоров мы спросили у гостей Международного экономического форума. Каждый уезжает в приподнятом настроении с новыми знаниями и опытом. У многих уже заключены договоры о сотрудничестве. Давайте послушаем. Такая общая партнерская база для сотрудничества с Восточным миром, с Центральной Азией, с Юго-Восточной Азией, с Арабским миром. И поэтому вот этот форум, он как раз вот и становится таким хабом, когда встречаются все те, кто заинтересован в активном сотрудничестве с исламским миром. А это один из таких сегодня наших ключевых партнеров. Я не в первый раз на форуме, могу сказать, такого количества участников не было никогда. Казан-форум дал нам возможность объединения. Это связь континентов. Мы много говорили о молодежной политике, появились новые идеи. Теперь нужно вернуться домой и начать реализацию всех планов. Мы рассматриваем Россию как бизнес-партнера. Мы верим, этот год многое изменит, потому что между Россией и Малайзией огромный нераскрытый потенциал, и Казан-форум нужен нам, чтобы эти возможности раскрыть. Мы открыты для халяль-индустрии, как к экспорту, так и импорту. Есть еще очень важное направление – туризм. За период работы форума удалось наладить многочисленные контакты, возможные партнерские связи. Нам очень интересна тема молодежного предпринимательства. Сейчас мы пилотируем ряд проектов на регионы Российской Федерации, в том числе на территории Республики Татарстан. И очень надеемся, что, собственно, это сотрудничество будет успешным. Мы смогли подписать некоторые соглашения с инвесторами, а также с компаниями, которые успешно работают в исламском пространстве. Мы довольны. Теперь думаем об инвестициях и в Республику Татарстан. Мы увидели город, он прекрасен. Инфраструктура, общественное пространство. Для нас это интересно. Партию в живые шахматы разыграли сегодня на площади Тысячелетия. В роли фигур сотрудники Московского музея «Бородинское поле», казанские реконструкторы боевых сражений и кавалеристы. На доске показали сразу 2 исторических события. Одну из самых романтичных партий в шахматном мире и битву на Бородинском поле. Символично, как в игре, так и в сражении, победители несут потери и отступают, чтобы поставить неожиданный мат противнику. Красочное шоу прошло в рамках всероссийской акции «Ночь музеев». Это здорово в Казани сделать живые шахматы, сделать бал. Поэтому мы здесь сегодня, а Казань в ответ. Вот сегодня, вот именно сейчас на Бородинском поле проходит татарский сабантуй. Вы знаете, что бывают обменные гастроли у театральных коллективов. У нас обменные гастроли 2 музеев. Национального музея Республики Татарстан и прекрасного музея, музейного комплекса Бородино. Мы выносим наши мероприятия и выносим свою историю вообще за рамки музея. И люди могут не только прийти в музей и познакомиться с этим, а могут и познакомиться на городских площадках, в общественных пространствах. Так заканчивается неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. С прогнозом погоды на завтра вас познакомит моя коллега Гульназ Гизатульна. Передаю слово ей, а я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Добро пожаловать на борт премиальных внедорожников Exit VX. Только в мае в Exit-центре РРТ с выгодой до 1 миллиона рублей. Пройдите тест-драйв в Exit-центре РРТ на Чуйкова 54Б. Подробности по телефону 207 2080. На скорости 60 км в час, даже на сухой дороге, расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки, около 60 метров. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее перед пешеходным переходом. Внимание! Тормози заранее. Центр списания долгов «Идель». 8 93 93 100 100. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Зачем выбирать? Держи журавля. Центрофинанс объявляет суперакцию. Оформи заем до 30 июня и участвуй в розыгрыше полностью беспроцентных займов. Ты не ослышался. Центрофинанс подарит бесплатные на всю жизнь займы. Хочешь узнать, как получить? Приходи в офисы Центрофинанс. С 18 по 30 мая на втором этаже в Казанском ЦУМе распродажа индийских товаров. Продсклад «Победа». Колбаса докторская, симбирские колбасы 199,90 за килограмм. Сосиски баварские с сыром 147 рублей. Все нужное по низким ценам. Здравствуйте! Сегодня о погоде расскажу вам я, Гульназ Гизатуллина. Поле повышенного атмосферного давления продолжает удерживать в республике очень теплую погоду. Об этом и поговорим после небольшой информации. Компания «Данил Мастер» дарит подарки. Весенняя скидка на заказ корпусной мебели 20%. Торопитесь, акции действуют только до конца мая. Подробности по телефону 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево небо безоблачно, осадки не ожидаются. Ночью 10 градусов тепла, днем температура повысится до 24 градусов выше 0. В Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге ясно и без осадков. Ночью 10 градусов тепла, днем будет жарко, около 25 градусов выше 0. Аналогичная ситуация в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Здесь также будет ясно и без осадков. Ночью около 8 тепла, днем потеплеет до 25 градусов выше 0. В Арске, Кукмаре, Балтаси пришло настоящее лето. Ночью ожидается 11 градусов тепла, а днем 25 градусов со знаком плюс. Вероятность осадков минимальная. В Болгре, Дрожжином, Буинске малооблачная и сухая погода. В ночные часы ожидается около 13 тепла, а днем до 25 градусов выше 0. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше осадки не ожидаются. Ночью до 7 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 25 градусов выше 0. Новая неделя начнется с жаркой погоды, а вероятность осадков будет небольшой. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. Банк Аверс предлагает комплексное расчетно-кассовое обслуживание бизнеса, надежность проведения операций, онлайн-резервирование счета в течение 20 минут, открытие расчетного счета бесплатно, доступ к современным дистанционным сервисам, профессиональное сопровождение внешнеэкономической деятельности. Банк Аверс – надежный партнер для вашего бизнеса. Как в сказке «Озеро у дома». Зеленый сказочный бульвар. Моя мечта – не оторваться. Хочу квартиру в Алтын-Яр. Покупая квартиру сейчас, получаете скидку до 700 тысяч рублей. 216 68 68. Специализированный застройщик «Акташ Инвестрой» представляет новый жилой комплекс «Алтын-Яр» на берегу озера Средний Кабан. Прекрасный вид на акваторию озера, продуманные планировки квартир, благоустроенные дворы с ландшафтным дизайном. При покупке квартиры в мае в подарок скидка до 700 тысяч рублей. Подробности по телефону в Казани 216 68 68.
В Казани ожидается ясная безоблачная погода без осадков. Ночью столбики термометров повысятся до 14 градусов тепла, а днем ожидается около 25 градусов выше 0. Ветер восточный умеренный, атмосферное давление и влажность воздуха в норме. Магнитное поле Земли спокойное. Санчи – сокровище китайской медицины. Дает энергию, укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Санчи – источник энергии и долголетия. 19 и 20 мая в аптеках Farmland на Санчи 20% скидка. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. Будьте здоровы и хороших вам выходных и берегите себя.